Добрый день, дорогие друзья! В рамках профориентации к юбилею Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова мы пригласили преподавателя кафедры истории Бурятии Ачирова Ананда Аюровича. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Ананда Аюрович, расскажите, пожалуйста, о университете. Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова в следующем году, в 2022 году, будет праздновать свое 90-летие, равно как и исторический факультет БГУ имени Доржи Банзарова. 10 февраля 1932 года впервые первые студенты уже сидели за партами, и университет будет праздновать свое 90-летие. Если говорить об университете в целом, то это 14 структурных подразделений. Да? Это 14 факультетов, и институтов, и плюс колледж у нас один. И это, если говорить в цифрах, это около 8 тысяч студентов очного и заочного форм обучения. И каждый год набора выделяется от 1000 до 1500 бюджетных мест. Это вкратце об нашем большом университете. А вы какие-то мероприятия планируете к 90-летию? Конечно, у нас запланирован целый календарный план, в котором вшиты все мероприятия, которые будут связаны с 90-летним юбилеем. Это будет 3, как говорит наш ректор, руководитель, 3 реперные точки, то есть 3 основные точки, вокруг которых будут развиваться события. И уже 12 февраля у нас состоится первое такое большое мероприятие. Это юбилей Народного студенческого ансамбля «Байкальские волны». Им исполняется 60 лет. И на этом юбилее мы дадим большой старт юбилейным мероприятием уже 90-летнего, юбилейным мероприятием 90-летия БГУ имени Доржи Банзарова. А на сайте это будет анонсироваться? Конечно, и это делается совместно с правительством Республики Бурятия, с администрацией города. И мы уже дали все анонсы касаемо 90-летнего юбилея по стыку с регионом, то есть с республикой, с муниципалитетом, то есть везде это будет анонсироваться, и я думаю, что мы будем праздновать широко и масштабно, и точно уж все наши выпускники со всего мира будут об этом знать. Ну, получается, что любой желающий может прийти, да, на наше мероприятие и посмотреть? Конечно, но тут единственное, что мы с вами живем в очень интересное время, да, время ограничений, и посмотрим, как будут развиваться события с коронавирусной инфекцией и вообще с эпидемиологической ситуацией в целом. Конечно, хотелось бы видеть всех, потому что университет – это в случае города Улан-Удэ, Республики Бурятия, это градообразующее, системообразующее предприятие. И все, я думаю, все бы хотели бы посетить большие мероприятия, которые будут проводиться. Но 3 реперные точки, но это не значит, что будет 3 активности только, да. Университет будет праздновать весь год. Это будет и научно-практические конференции, это будут и олимпиады предметные по многим-многим дисциплинам, да. И у нас, начиная от биологии, химии, заканчивая там антропологией и раскопками и так далее, да. Это будут мастер-классы, воркшопы, это будут встречи, круглые столы. Ну, в общем, очень много активностей, и буквально вот на прошлой неделе у нас есть рабочая группа в рамках университета, там сидят представители ректората, ректор сам руководитель этой рабочей группы, деканы, директора факультетов и институтов. Ну и мы целых полгода делали этот план, чтобы на 2022 год его утвердить, согласовать с правительством, с администрацией города. Ну, в общем, будет очень много мероприятий, анонсироваться будут они, конечно, в первую очередь на нашем сайте, сайт bsu.ru, ну и на всех платформах, социальных сетях мы представлены, и в любом случае информация будет. И в том числе и профориентационные встречи со школьниками по абсолютно также разным направлениям. Я еще раз повторюсь, у нас 14 структурных подразделений, это медицинский институт, факультет биологии, географии, землепользования, химический, социально-психологический, институт экономики и управления, исторический факультет. Я при всем желании, если бы хотел рассказать, я бы не рассказал, наверное, о всех, даже за день, наверное. Почему? Потому что это у нас огромный пласт и очень много направлений. И, конечно же, каждое направление будет отрабатывать по-своему, будут встречи, круглые столы, как я сказал ранее, поэтому мероприятий будет очень много. Поэтому приглашаемся.
Расскажите о себе, о том, как вы учились. Вы же бывший выпускник, получается, да? Ну, вы мне так назвали, преподаватель, красиво. Я преподаватель, на самом деле, наверное, месяца 4, я с сентября месяца начал преподавать, а 31 августа был подписан приказ о моем отчислении в связи с окончанием. Я буквально вот недавно был сам студентом, да, закончил магистратуру исторического факультета по направлению история и 5 лет возглавлял студенческое самоуправление БГУ имени Доржи Банзарова. У нас есть такой орган, Федерация студенческого самоуправления, который объединяет все 14 структурных подразделений, все факультеты и институты, выдвигаются там представители, и уже на отчетно-выборной конференции всего университета выбирается главный вот студент. Я вот был 5 лет вот таким вот человеком, поэтому я очень могу легко рассуждать о всех, наверное, направлениях работы, потому что так или иначе я с ними сталкивался. Поэтому я знаю, что это такое. Вы осознанно, да, выбрали в БГУ поступать? Или у вас какие-то еще варианты были? Ну, вообще, если говорить о бакалавриате, когда мне было там 17 лет, когда я заканчивал школу, конечно же, у меня было стереотипное мышление о том, что в Бурятии, в Улан-Удэ образование слабое, да. Это было стереотипным, я не знаю почему, но у меня вот были такие мысли, такими рамками я рассуждал. И, конечно, у нас тогда, мы когда поступали, у нас уже была возможность подавать очень много заявок, неограниченно во все вузы. Вот, я сдал, по-моему, ЕГЭ хорошо, у меня было 205 баллов, русская история общества, но это было неплохо на тот момент. И я хотел вообще честно поступить в Москву, в Питер, ну, либо в Иркутск на крайний случай, чтобы там Запад, и как это правильно сказать, ну, как говорится, себя показать и мир посмотреть побольше, да. Но, к сожалению, не получилось это сделать, потому что я поступал в Иркутск по направлению национальной безопасности. Там на тот год закрыли прием. Вот, в спешке начал закидывать туда-сюда документы, бегать очно, потому что дистанционно, когда мы через почту отправляли, не все ответы пришли. Ну и, конечно же, начал искать варианты с бюджетным местом. Почему? Потому что не хотелось, как говорится, быть на иждивении родителей, мамы, да, и искал такой вариант. Но в Иркутске не получилось поступить, потому что набор закрыли, и я позвонил маме, как тогда помню, говорю: все, я, мам, в армию пойду, через год посмотрим. Через год ЕГЭ точно сдадут хуже, чем в этом году. И мама сказала: ну, посмотри, подумай. Я посмотрел, подумал, я помню, еще я подрабатывал летом тогда, я помогал здесь своему дяде. Вот, и думаю, пойду я в БГУ попробую. Почему нет? Вот. В БГУ именно на юридический факультет я почему-то хотел. Ну, наверное, потому что я до этого хотел в Иркутск поступить. И там был на мое удивление, был очень сильный конкурс. Вообще в целом в университете. Потому что, еще раз, мое стереотипное мышление, оно говорило о том, что здесь, и качество образования слабое, и, соответственно, конкурса нет.
Я пришел со своими 205 баллами, и там было 7 бюджетных мест на юридическом факультете. И я оказался только 11. Да, то есть там уже 7 бюджетных мест были заняты, и еще они между собой боролись, еще там документы сдавали. Ну, тогда я точно подумал, ну, все, наверное, как бы пролет в этом году, точно пойду в армию. И я помню, когда выходил из приемной комиссии, у нас там возле, ну, ближе к выходу или ко входу, как правильно сказать, находился стенд исторического факультета. Вот, и тогда ко мне подошел Санданов Юрий Борисович, это наш преподаватель, это уже мой коллега сейчас. Он подошел и сказал, что ты с юридического идешь? Я сказал, да, я с юридического. Значит, ты историю общества сдавал. Я говорю, ну да, сколько у тебя баллов? Я говорю, 205. О, слушай, а у нас бюджетных мест очень много в этом году на политологии. Можешь к нам попробовать. И я помню такой на юношеском максимализме, я говорю, ну идите, заберите мои документы еще. В общем, ну глупый был. Такие моменты себе позволял. И потом, помню, мои копии забрали. Это я рассказываю, чтобы вот эта вот цепочка, ребята знают, что это такое, особенно первокурсники. И я помню, мне звонят с приемной комиссии уже моего университета и говорят то, что осталось там буквально 2 дня, по-моему, что ли, чтобы принести оригинал. И я помню, я конкурсную ситуацию на сайте отслеживал, а сайт очень удобный, там личный кабинет отдельно можно зайти, тогда уже было. И я прям в режиме реального времени, в режиме онлайн смотрел, как моя позиция там с 3 на 5 прыгнула, с 5 на 6, там, а с 6 на 10, а бюджетных мест было 14. Ну, я, в общем, сразу же побежал руки в ноги с оригиналом аттестата своего, побежал, сдал и поступил так в 2015 году на исторический факультет Брестского госуниверситета. И ни разу об этом не пожалел. А расскажите о студенческой жизни. Какая у вас была насыщенная? Да, студенческая жизнь у меня была насыщенная, очень насыщенная. Почему? Потому что такое вообще студенчество? В первую очередь, это традиции, которые передаются из поколения в поколение. И в Бурятском госуниверситете они настолько сильны и крепки, что ты, если ты попадешь туда, то ты уже не сможешь от этого, как говорится, отвертеться, как-то спрятаться и так далее. В любом случае тебя поймает эта энергия, ты будешь вливаться в это, ты будешь заниматься этим. Неважно, у нас очень много направлений, это будь то студенческая наука или учебная деятельность, олимпиада, да, это общественная деятельность, да, огромная волонтерская деятельность, сейчас идет студенческое самоуправление, это спортивная деятельность, ну и, конечно же, культурно-творческая. И вот по этим 5 основным направлениям есть еще много смежных же проектов и каких-то мероприятий. Тебя в любом случае, даже хочешь не хочешь, тебя как бы затянет туда. В моем случае было все просто. Я занимался спортом, боксом занимался, я кандидат в мастера спорта по боксу, и у меня было очень много энергии, наверное, я не знал, куда ее девать. У нас проводился фестиваль тогда, творчество, смотр талантов первокурсников, тогда он назывался «Первый снег». Я там принимал участие и репетировал, но, к сожалению, не смог принять участие, потому что я на репетиции упал и ногу сломал. Вот, я 5 лет занимался практически боксом на профессиональном уровне, на спорт высших достижений. Там, на Сибири был призером, Сибирский федеральный округ, на России был призером. Но я никак не думал, что я на сцене во время репетиции могу ногу такую травму тяжелую получить. И, соответственно, я помню, я месяц лежал в общаге, восстанавливался, и потом был проект такой, как Международная школа студенческого актива. Это такой большой форум, где студенты обучаются навыкам ораторского мастерства, навыкам ведения переговоров, навыкам фандрайзинга, поиска привлечения партнеров, навыкам проектирования проектов там, и так далее. Ну, в общем, все ключевые направления там прорабатывались на площадках. И, видимо, как поощрение для меня или как, меня тоже туда пригласили, и с этого началась, наверное, моя активная студенческая жизнь. За студенчество было очень много проектов, мы даже выигрывали грант, тогда он назывался «Программа развития деятельности студенческих объединений» под эгидой Минобрнауки Российской Федерации. И грант был в размере 15 миллионов рублей, и студенческое самоуправление Бурятского госуниверситета имени Даржи Банзарова было признано лучшим студенческим самоуправлением в России. То есть у нас даже грамота есть, мы самые первые поставили, можно зайти на главном корпусе и увидеть ее.
Ну и в последующем были другие грантовые конкурсы. Это грантовые конкурсы Росмолодежи, да, агентство по делам молодежи России. Постоянно участвовал в грантовых конкурсах Министерства спорта, молодежной политики, Министерства образования и науки Республики Бурятия, в грантовом конкурсе администрации города Улан-Удэ. Помимо этого, это, конечно же, я почему про гранты сказал, потому что это финансирование в первую очередь, да, а в наше время финансирование, это самая важная, наверное, статья, как ресурсное обеспечение, да. Ну и от этого, наверное, все и начиналось. И самые ключевые проекты, наверное, самый красивый, упакованный и заряженный, наверное, проект — это «Мисс и Мистер Университет». Да, раньше он назывался «Конкурс Мисс и Мистер Университет». Мы же поменяли его, сделали из него проект, где в течение 2 месяцев участники социализируются, проводят тренинги, мастер-классы по своим направлениям подготовки. Да, если там, например, у нас девушка или юноша с факультета физической культуры, спорта и туризма, то он проводил тренировку открытую. Если это педагог будущий, то он проводил открытый урок, мы его оценивали. Мы вместе ездили в реабилитационный центр для детей, которые попали в трудную жизненную ситуацию. То есть 2 месяца прокачивали это, все это снимали и показывали для всех студентов. И, конечно же, это огромный интерес вызвало. Даже, наверное, могу такой инсайт раскрыть цифры. У нас просмотры в Инстаграм тогда были 800 000 человек. Почти 1 миллион человек, это практически наша республика Бурятия. Но и раскладка была город Москва, Иркутск, там, западная часть страны была, из-за рубежа смотрели в том числе. Ну, то есть мы из него такой проект сделали. Ну и помимо этого, первый снег, на котором я ногу как-то сломал на первом курсе, я уже стал организатором этого мероприятия. Мы его сначала назвали «Кубок первокурсников». Привезли мы этот формат из Московского института стали и сплавов. Потом мы назвали «Первый шаг». Уже в этом году проводился первый шаг. Ну и традиционно это студенческая весна, которая проводится, да. Кстати, в БГУ к студенческой весне готовится уже осенью. Если что, готовится осенью, зимой. Потому что мы каждый год берем гран-при республиканского фестиваля. Все время соревнуемся с Восточно-Сибирским государственным институтом культуры. Вот. Они профильные. Вы, наверное, оттуда, да? Да, я закончила. Да, ну вот мы с вами постоянно соревновались, и я люблю говорить то, что учителя, медики, кто там еще? Учителя, медики, управленцы будущие, они всегда выигрывали будущих профессиональных танцоров, хореографов там, и так далее. Вот. Ну, мы всегда вот боремся, студенческая весна. Это такой проект, на самом деле, который не идет за один день, да, а это целый там месяц подготовки, несколько месяцев подготовки. И это очень круто, когда ты входишь в эту движуху, да, как это по-молодежному сказать, и тебя подхватывают, ты начинаешь не только танцевать там, да, или петь что-то, а ты начинаешь жить, ты начинаешь вместе там планировать что-то, репетицию планировать бюджет какой-то, планировать, куда сходить отдохнуть и так далее и тому подобное. То есть это целое такое направление, целый мир, наверное, отдельно. И я почему упомянул о том, что ни разу не пожалел о том, что поступил в БГУ имени Доржи Банзарова, потому что у меня было с чем сравнить потом. Я объездил всю Россию от Владивостока до Калининграда. Где вам больше понравилось? За 4 года. Понравилось, наверное, больше в Улан-Удэ. Почему? Потому что, я не знаю, я патриотичен, наверное, в этом плане, но я смотрел с точки зрения качества образования, которое дается. Я был и в Московском государственном университете, на историческом факультете. Я был и в Российском государственном социальном университете. Я прям присутствовал на парах, я помню. И, конечно, качество образования и качество, если так можно сказать, самих студентов, да, уровень их эрудированности, он намного ниже, чем в Республике Бурятия. Я был этому удивлен, на самом деле, но это действительно так. И почему? Потому что система школьного образования в республике сильная, да, у нас очень много педагогов, которые включаются в эту работу, да, они полностью через себя ее пропускают, и детей, когда воспитывают, они уже как бы готовыми их отдают. И система высшего образования тоже в том числе, в целом, наверное, стоит упомянуть не только БГУ имени Доржи Банзарова, но и ВЗГУТу, и ВЗГИК, и БГСХ. У нас очень сильная, и многие недооценивают этого. Я же говорю, что у меня было стереотипное мышление.
Вот. И действительно, и уровень, конечно же, студенческого самоуправления и вообще общей эрудированности, общей культуры у нас он намного выше, чем у студентов там Центрального или Западного федерального округа, например. Поэтому я вот хочу нашим слушателям сказать то, что если вы так думаете, ну, вы как минимум ошибаетесь, потому что я свое студенчество проездил практически все крупные университеты. Да, это Высшая школа экономики, это МГУ имени Ломоносова, это РГСУ, это ДВФУ на Дальнем Востоке, да, это Балтийский федеральный университет имени Канта и так далее и тому подобное. Ну, то есть я еще не беру между ними, какие города были, да, я взял две крайности. Поэтому ни в коем случае не думайте так, что у нас образование слабое. У нас очень сильное образование, у нас очень сильные традиции. А вот вы ездили, поездки вам оплачивал университет или вы на свои средства ездили? Все поездки, которые были за счет университета. Я учился на бюджетной основе, да, и все поездки мы могли... У меня был случай, когда я один семестр вообще я практически на парах не был. То есть я приезжал, отрабатывал, конечно, все, но все полгода я то туда поеду, то сюда поеду там, и так далее. То есть я за счет, можно сказать, университета как бы всю Россию посмотрел и за рубеж ездил несколько раз. Как бы это очень круто. Ну, еще, наверное, будущим абитуриентам будет интересно, как там со стипендией, какая стипендия, какие выплаты. Стипендия, она по показателям выше, чем, например, в Санкт-Петербурге том же, потому что мы всегда, когда берем, мы сравниваем БГУ с СПбГУ, это Санкт-Петербургский государственный университет, и даже обычная академическая стипендия, она в 2 раза выше. Да? Ну, сейчас, если говорить о цифрах, то это 4500 рублей. Это обычная академическая стипендия, если ты просто обучаешься. Да? Помимо этого, есть социальная стипендия, она сейчас 4800 рублей. Ну, если сложить, то получается около 9 тысяч, да, плюс-минус. Кроме этого, есть повышенная стипендия студентам 1 и 2 курса. Кто учится на хорошо и отлично, и кто получает социальную стипендию, они получают выплату 8 тысяч рублей. То есть идет 8 тысяч рублей обычная стипендия, плюс доплата в 4, это уже 12 тысяч рублей. Помимо этого, есть повышенная стипендия по разным направлениям деятельности. Да? Я сейчас буду говорить цифры, пожалуйста, не шокируйтесь, потому что зарплата преподавателя даже порой меньше. Я сейчас вот в сравнении говорю, потому что могу сравнивать. Например, да, 3 стипендии по спортивной, культурно-творческой и общественной деятельности в размером в 13 800 рублей. Да, это обычная, это повышенная академическая, к ней можно суммировать еще и социальную. Да, это 3 стипендии. Научная и исследовательская деятельность размером в 20 тысяч рублей. И учебная деятельность размером в 23 тысячи рублей. Это за то, что ты просто учишься, развиваешься и так далее. Помимо этого, эти стипендии могут повышаться. То есть на усмотрение комиссии, где сидят студенты в том числе. Почему у нас стипендии высокие? Потому что у нас студенчество представлено. Мы вместе с администрацией университета мы вместе делаем комиссию. Да, и там бывают даже дебаты порой, мы там можем и поругаться чуть-чуть, и там, чтобы отстаиваем права и интересы студентов. В этом месяце, по-моему, по науке стипендию увеличили до 25 тысяч, по учебной до 27, по остальным 3 спортивной, культурно-творческой, общественной до 18 тысяч рублей, потому что у нас бюджет остался профицит, и мы решили, что именно в таком соотношении можем реализовать полностью бюджет. Поэтому я сейчас говорю, наверное, сейчас же нынешнее поколение, оно же как бы все в цифрах считает, да, в деньгах сейчас. Материальная мотивация, финансовая на первом месте. Поэтому в том числе можно даже из-за этого поступить. Почему нет? Потому что у нас помимо стипендий, помимо поездок, у нас еще и материальная помощь. Материальная помощь, там очень много статей, да, там, по-моему, больше 10 статей, по которым можно получить материальную помощь. Более того, тебя могут проконсультировать полностью, да, даже если ты не подозреваешь о том, что ты можешь получить материальную помощь,
где могут проконсультировать, в том числе и в студенческом самоуправлении, и в правкоме студентов, и в отделе социальной работы, и у каждого, на каждом факультете есть заместитель декана или директора по воспитательной работе, который полностью курирует эту часть. То есть в этом плане тоже материальная поддержка очень ощутимая, наверное, да, будет правильно сказать для студентов. Вот. Но я скажу то, что я мог за 6 лет всего обучения, за 4 года бакалавриата, за 2 года магистратуры, я мог не работать. Я мог не работать, полностью включившись в процесс своего развития, да, в процесс обучения в том числе, в процесс работы над собой, тренингов и так далее. И для меня финансовый вопрос, он не был таким прям вот важным на первом месте, чтобы я переживал, что мне поесть, где мне поспать и так далее. У меня была стипендия, у меня было общежитие. Кстати, расскажите про общежитие. Какое у вас там общежитие? Сколько платите за год? У нас общежития, их много. Второе общежитие находится у нас прямо во дворе юридического факультета и первого корпуса, то есть там, да, в самом центре города. Потом еще 2 общежития через дорогу, там буквально 100 метров, 4-е и 5-е совмещенное. Есть 3-е общежитие на Барсоева, на улице Барсоева. Ну, то есть все это в центре города, как бы все рядом с площадью, буквально 300 метров. И также есть одно общежитие, 6-е общежитие на остановке Адон. Это вот между Юбилейным и Аптекой. Да, там у нас тоже корпус есть. И общежития комфортные, разного типа. Есть коридорного типа, есть секционные общежития, где как маленькая квартира получается. Да. Сейчас строится новое общежитие по улице Пушкина, это где корпус номер 4 наш находится. Да. Там будет общежитие для аспирантов, по-моему. Вот. Уже там 4-5 этажей возвели, и еще работа активно ведется. Если говорить о стоимости, то я не знаю, это сейчас для меня это смешные цены, потому что я знаю, да, там рынок недвижимости, правда, и что арендовать это очень дорого, практически невозможно, то студенты платят там за год 5000 рублей. Ну, это в рассрочку, да, еще можно, да? Да, можно причем платить 300 рублей в месяц. Ну это хорошо. Да, 300-350 рублей в месяц, и жить месяц, как бы, показывают платежки. А там тоже активная какая-то деятельность ведется? Конечно, да? В каждом общежитии есть студенческое самоуправление. Да, это главные люди, это студенты вообще на самом деле. И они организовывают сами план мероприятий. Все это объединяется в общий план университетский, да, и, конечно же, ведется полностью контроль того, выполняются мероприятия или нет, потому что ребята просят, например, мероприятие провести, денег просят, им на них закладываются деньги, ну и порой у них бывает такое проблема с дисциплиной, они не могут это сделать, да, и тут приходит в помощь профсоюз студентов или студенческое самоуправление своего университета, говорим, так, ребята, нужно делать, садимся за стол и делаем. И, конечно, когда такой подход, как бы, естественно, будет очень много мероприятий на качественном уровне. И в общежитии есть своя программа, также по культурно-творческой деятельности, там, да, есть общественные какие-то мероприятия, постоянно проводятся лучшие комнаты, лучший этаж, там, годы и так далее. То есть всегда есть такая мотивация, в общежитии очень интересно жить. Есть такая поговорка, кто не жил в общежитии, тот не был студентом. Слышали такое? Да. Да, вот. Я за свой первый курс успел пожить в 2 общежитиях, поэтому я могу, как говорится, об этом спокойно говорить. К слову, сейчас между 4-м и 5-м общежитием на улице Сухобатора, многие ее видели, это вот они на одной улице находятся, со 2-й школы рядышком. Там у нас открыли коробку. Там можно играть мини-футбол, баскетбол, стритбол и волейбол. То есть это своя собственная коробка для студентов общежития. То есть это не просто там двор, да, какой-то рядом с жилым домом, а это вот отдельная коробка для того, чтобы студенты только могли там играть, заниматься и так далее. Вот, я думаю, я, честно, не видел еще таких коробок нигде. Не то, что в ЛНД, а в целом, когда ездил, я не видел в студенческих кампусах таких площадок, чтобы могли только студенты заниматься. Вот, поэтому общежитие, конечно, это целое направление, это целая жизнь отдельная, про это если говорить. И еще раз повторюсь, кто не жил в общежитии, тот не был студентом, наверное. Поэтому стоит там пожить, попробовать, почувствовать эту студенческую жизнь, как говорится, там. Ну, это
целом направлении. Ну вот сейчас, как завершение беседы, пожалуйста, обобщите плюсы обучения в БГУ. Прям так по полочкам разложите, чтобы наши будущие абитуриенты были заинтересованы, чтобы не уезжали из Бурятии, а чтобы именно оставались у нас в Улан-Удэ, поступали в наши высшие учебные заведения, заканчивали их и оставались у нас здесь работать. Да, ну я, наверное, в камеру, да, посмотрю и со всей ответственностью скажу то, что первое, качество образования, высшего образования в Республике Бурятия, оно на наивысшем уровне. Оно, можно сказать, наравне с ведущими университетами и вузами России проверено на себе лично. Второе. Количество бюджетных мест, которые есть, это тоже очень важная часть, особенно для студентов и для абитуриентов и их родителей. В следующем году у нас будет 1300 бюджетных мест только в БГУ имени Доржи Банзарова, и с каждым годом эти цифры увеличиваются. Соответственно, бюджетное место – это возможность получать стипендию, это возможность получать материальную помощь, это возможность выезжать за пределы города, республики или даже страны бесплатно за счет университета. Ну, это как минимум не запара для того, чтобы думать о том, что мне нужно где-то работать, для того, чтобы учиться, да, потому что стипендия, она всегда будет на хорошем уровне. Ну и третье, наверное, это сама студенческая жизнь, само студенческое братство БГУ имени Доржи Банзарова. Это такое сообщество, такое комьюнити, в которое ты вступаешь, и невозможно не становиться лучше, если ты входишь в наше студенческое братство. Я думаю, вот эти вот 3 позиции, и плюс еще юбилейный год наш, 90 лет нашему университету, это о многом говорит. И все эти 3 позиции, я думаю, они будут важны для вас. Поэтому думайте, уже сейчас узнавайте о нашем университете на официальном сайте bsu.ru. У нас университет представлен на Live BSU. Все социальные сети, в том числе и TikTok, и Telegram, и ВКонтакте, и Инстаграм, даже Одноклассники, кого-то интересует, у нас все задействованы, у нас постоянно, каждый день идет постинг, вы можете посмотреть о любых мероприятиях. Поэтому вступайте в ряды студенческого братства Бурятского госуниверситета имени Доржи Банзарова, поступайте. Я лично, как историк, рекомендую поступать на исторический факультет. У нас 5 кафедр. Это кафедра политологии и социологии международных отношений, кафедра истории Бурятии, единственная в мире кафедра истории Бурятии, кафедра всеобщей отечественной истории, кафедра теологии и религоведения и кафедра философии. Поэтому у нас очень много направлений. Можете также отдельно посмотреть на ИФ БСУ, исторический факультет БСУ, все направления подготовки. У нас будет рекордное количество бюджетных мест по контрольным цифрам приема. Поэтому ждем вас в Бурятском государственном университете имени Доржи Банзарова.